Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для Девы. Посмотрим основные события на колоде Таро и на колодах Ленорман. Посмотрим отношения, работу, финансы и совет. Давайте сначала основные события посмотрим, какие будут происходить на этой неделе. Выпадает карта Колесница. Теперь посмотрим отношения. Три карты. Первая — это для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера, и для тех, кто в ссоре. Три карты на работу для тех, кто уже работает, для тех, кто ищет работу, и для тех, у кого свое дело. Карту на финансы и карту на совет. Пусть тоже закрытая будет. Итак, карта Колесницы выпадает для Девы на эту неделю. Она говорит о том, что события будут развиваться очень быстро. Если были какие-то сложные ситуации, которые касаются недвижимости, отношений, работы, финансов, вот здесь можно найти выход, причем очень быстро. Скорее всего, даже с помощью партнера. Также карта говорит о том, что могут решаться вопросы каких-то поездок, может быть дальних, может быть на длительный срок, может быть даже переезд для кого-то. Также карта говорит о том, что можно выйти на новый уровень в деятельности, занять, может быть, какую-то руководящую должность, более высокий пост. Можно поменять статус на этой неделе. То есть карта старшего аркана, действительно значимые какие-то события происходят для Дев. Может быть, это заслуженные какие-то результаты. Допустим, вы долгое время трудились в своей сфере, да, и вот теперь к вам приходит признание, да, от работодателей, клиентов и так далее. Кроме того, карта говорит о том, что могут быть действительно какие-то сложные ситуации, которые заставляют нас метаться, да, мы не знаем, что сделать, не знаем, какой выбор совершить, и нас то в одну сторону тянет, то в другую. Так вот, по этой карте мы наконец-то соберемся с силами, да, у нас появится энергия, и мы выйдем из этого положения, из этой ситуации, и что будет на благо нам. Карта говорит о том, что мы привлекаем внимание на этой неделе, мы действительно можем быть важной фигурой в каких-то вот темах, да, которые будут на этой неделе проигрываться. Замечательная карта, которая связана, кстати, и с возвращением, да, может быть, если кто-то уезжал из ваших близких, из дома, вот есть возможность вернуться, да, либо, допустим, был разрыв отношений, тоже вот есть возможность возврата. Посмотрим теперь отношения. Для тех, кто в паре, выпадает карта Всадника. И эти карты тоже, кстати, очень похожи. Тоже может быть возвращение домой. Допустим, кто-то работал далеко от дома, да, или просто была какая-то поездка, либо по работе, либо, может быть, путешествие. Вот есть здесь у нас возвращение. Также карта говорит о том, что могут приходить какие-то известия, новости. Также вот выход из положения, из какого-то сложного. У нас тут карта в темных тонах, да, и вот есть возможность действительно прояснить ситуацию и как-то быстро очень решить вопросы, которые вот оказались неразрешимыми. Также карта говорит о том, что не нужно бояться начинать разговор или переезд, ну, как соглашаться на переезд, либо как-то менять свое поведение, может быть, отношения менять. В общем, здесь действительно карта перемен. Карта, когда мы можем интуитивно чувствовать, как нам лучше поступить. Потому что обычно события по всаднику происходят очень быстро, и мы даже не успеваем как-то разумом это оценить, мы действуем больше интуитивно. Также карта говорит о том, что все, что будет происходить в отношениях, в паре, будет в любом случае благотворно, потому что здесь у нас белая фигура коня,
и лицо у всадника тоже прям высвечивается, да, то есть если даже мы пока что не можем оценить в полной мере то, что происходит, мы знаем, что все равно к нам в жизнь идет что-то хорошее, светлое, то, что нас будет радовать. Ну и, конечно же, здесь карта может говорить о каких-то новых идеях, да, допустим, так как это у нас карта описывает пару, может быть, придет идея, допустим, о переезде, или придет, ну, сменить место жительства, либо придет идея обучения одного из партнеров, либо еще какие-то важные перемены в вашей жизни, и вы можете это обсуждать, да, искать вот согласие такого между собой. Карта говорит о том, что это вот единственное, да, что будет вас занимать на неделе. То есть это для вас может стать очень важным событием. Может быть, и, кстати, приезд каких-то людей к вам в дом, может быть, это будут просто гости, так как у нас праздники, да, то вполне это могут быть просто поездки. Вы можете кому-то ездить, да, к вам могут приезжать и так далее. Также карта для тех дев, которые ищут партнера, выпадает у нас букет. И карта говорит о том, что, скорее всего, заканчивается период вашего одиночества. И тем более здесь у нас девятка этому подтверждение. Девятки – это всегда окончание периода, да, когда мы начинаем сначала, когда мы возобновляем. То есть это, скорее всего, карта для тех дев, у которых уже когда-то были отношения, когда они как бы они уже знают, что это такое, да, находиться в отношениях. И вот сейчас для них может начинаться такой новый период знакомства, ухаживания и так далее. То есть как бы такая весна приходит в жизнь. Для тех дев, которые в ссоре, выпадает карта женщина. И эта карта говорит о том, что нужно проявить больше мягкости, понимания. Нужно оценить как-то ситуацию с глобальной точки зрения. То есть если даже конфликт серьезный, нужно подумать о том, а что дальше, да, то есть вот, допустим, пусть мы по этой причине сейчас расстанемся и лишим себя общества друг друга, лишим нашего будущего. Действительно ли оно стоит того, чтобы вот как бы так сражаться, да, то есть не соглашаться друг с другом. То есть здесь вот действительно нужно проявить такт, нужно проявить интуицию, нужно подумать хорошо над тем, что стоит ли продолжать этот конфликт. И действительно здесь вот можно проявить инициативу вот именно женщине. Либо, если это мужчина будет действовать, то тоже нужно действовать мягко, без критики, да, стараться сделать так, чтобы обоим вам было комфортно. Как бы нужно, чтобы обе стороны получили решение своего вопроса. Это может быть не всегда легко, и для этого нужно, конечно, подготовиться к разговору, подумать заранее о том, что сказать и что сделать. Но в любом случае здесь вопрос можно решить очень, как сказать, к общей пользе, да, то есть когда устроит это обоих партнеров. О, закрыла. Так, теперь работа. Для тех, кто имеет работу, выпадает корабль. Карта говорит о том, что будет очень хорошо происходить все в коммерческих сделках. Будет хорошая прибыль, будут хорошие перспективы, будет много клиентов. Здесь вот если у вас есть какая-то норма по прибыли, вы, может быть, даже перевыполните ее. Да? Кроме того, если это не коммерция, то здесь могут какие-то большие проекты вам предлагаться, которые, в принципе, вы потянете. Вы, может быть, и будете по пути учиться, может быть, будете добавлять себе каких-то знаний, умений и так далее, но вы справитесь. И это может вас вывести на новый уровень. То есть, если, допустим, вам что-то на этой неделе предлагают значимое такое, да, по работе, может быть, повышение, да, управление большим коллективом, либо большую ответственность в каких-то вот проектах, карта говорит о том, что нужно соглашаться, потому что вы действительно справитесь, несмотря на то, что вам сейчас может казаться, что это слишком сильно для вас, глобально и так далее. Какие-то большие перемены в вашу жизнь внесет. Но карта говорит о том, что это вам только на благо.
вы действительно сможете здесь многие свои вопросы решить. И продвинетесь действительно и по карьерной лестнице, и как профессионал. В общем, здесь действительно у вас открываются какие-то пути важные для вас. Нужно обязательно это использовать. Любые предложения, любые перемены, любое обучение – это все вам на благо. Для тех дев, которые ищут работу, выпадает карта звезды, и она говорит о том, что есть возможность действительно проявить себя, показать себя, может быть, в разных компаниях, да, по трудоустройству. Может быть, кстати, можно привлечь и действительно профессионалов, которые помогут вам найти работу. То есть не самим искать, да, а обратиться в какие-то организации, фирмы. Потому что здесь вот действительно возможностей много у вас, и вы можете выбрать лучшие. Может быть, даже и профессионалы лучше с этим справятся, чем вы сами. То есть смогут вас действительно с лучшей стороны как-то порекомендовать. Может быть, даже найдут те для вас организации, о которых вы даже и не думали, и не знали. Может быть, это будет даже не в вашем регионе, да, а может быть, придется для этого куда-то ехать. Но в любом случае, смотрите, здесь вот карты говорят о том, что нужно обязательно высвечивать все свои достоинства, обращать на себя внимание. Нужно как бы показывать все самые лучшие свои стороны. Для тех дев, которые имеют свое дело, выпадает карта коса. И эта карта говорит о том, что есть возможность заработать, есть возможность получить результаты своей деятельности, есть возможность как-то подвести итог под тем, что вот делалось раньше. Может быть, это какой-то большой проект завершен, либо, может быть, появилось уже ощущение, что достаточно как бы работать вот на том уровне, да, на котором вы сейчас находитесь. Может быть, нужно уже на новый уровень выходить, и вот вы можете подводить итоги, вы можете делать как бы анализ вот того, что уже у вас как бы есть как опыт, да, ваши клиенты, клиентская база, вот коллектив, с которым вы работаете и так далее. То есть вы можете анализировать все это с тем, чтобы подняться выше, да, выйти на новый уровень. Здесь вот у нас пригорок такой, да, и человек вот на возвышении стоит. То есть действительно, может быть, тот вклад, который вы уже сделали в свое дело, он позволяет вам подняться выше. Может быть, появятся новые проекты, новые клиенты, новые сотрудничества и так далее. То есть карта говорит о том, что не нужно останавливаться на достигнутом, нужно выходить на новый уровень. Вы и так уже как бы вот максимума достигли из того, что делали ранее. Теперь нужно что-то новое обязательно. Улучшать нужно эту сферу, менять что-то в ней. Финансы. В финансах букет выпадает, и карта говорит о том, что может быть приятное удивление, которое касается денег. Может быть, деньги придут как подарок. Может быть, это будет просто как бы вовремя, да, или это будет такая сумма, которая вас удивит. Карта говорит о том, что вы сейчас зарабатываете, да, но, может быть, не задумываетесь о том, чем вы будете зарабатывать в будущем. То есть здесь у нас цветы, они срезаны и поставлены в вазу. То есть сейчас, вот на сегодняшний день, вы довольны тем, что вы можете, что вы умеете, и у вас есть доход. Но это не говорит о том, что в будущем это будет продолжаться и дальше. То есть вам нужно подумать о таком доходе, который будет возобновляемый, то есть когда у вас постоянный доход, когда у вас нет такого времени, чтобы вы беспокоились, а будут ли деньги. То есть вот с этой позиции нужно подумать. Может быть, нужно добавить какую-то деятельность, которая вот постоянно приносит деньги, да, то есть не только временно, когда вы вот должны вкладываться, когда вы должны искать партнеров, когда вы вот постоянно в напряжении, а вот нужно, чтобы у вас был такой доход, когда вы расслабленно как бы зарабатываете, да, когда вам не тяжело, не трудно, когда вам это доставляет удовольствие. И карта говорит о том, что у вас есть такая возможность.
Может быть, просто не хотите видеть, или, может быть, вам страшно браться за что-то новое, трудно реализовать свои какие-то способности, таланты, и, может быть, вы не верите в себя. Вот. Но карта говорит о том, что есть у вас такая возможность, чтобы доход у вас был какой-то постоянный, такой легкий, приятный, чтобы вам не приходилось вот как-то как иногда только получать какие-то крупные суммы, да, что вы все время не уверены в завтрашнем дне, да, то есть нужно что-то сделать такое, чтобы вот эта уверенность появилась, чтобы безопасность финансовая появилась. И чтобы вам это доставляло удовольствие, чтобы вы сильно не выматывались. Совет для Девы. Выпадает карта Башня, и карта говорит о том, что нужно подумать о своих достоинствах, о своих талантах, нужно подумать, что хорошего вы сделали за свою жизнь. То есть вам нужно как-то повысить свою самооценку на этой неделе. Это для вас очень важно. Видимо, как бы придется вам этим пользоваться на неделе. Также карта говорит о том, что нужно вспомнить какие-то свои давние мечты, цели, планы. Может быть, они касаются недвижимости, может, касаются продвижения по карьере, может быть, еще что-то вот очень важное для вас, потому что у нас здесь вот орел в лучах солнца, да, он почти на вершине вот этой башни. То есть это вот то, о чем мы мечтаем. Мы должны расправить крылья. Карта говорит о том, что действительно, может быть, мы на этой неделе сможем выйти из какого-то затруднительного положения. Вот эта карта нам тоже говорила об этом. Может быть, мы были в каких-то стесненных обстоятельствах, или, может быть, были кредиты, или, может быть, мы должны были работать там на дому или в помещении, то есть у нас не было даже свободы особой, да, для того, чтобы вот видеть мир вокруг. То есть мы постоянно или работали, либо у нас были какие-то ограничения от государственных каких-то учреждений, юридических, да, что мы не могли себе позволить свободу, допустим, там поехать за границу, да, или еще что-то такое, вот выйти из дома, допустим, и просто там погулять, неделю отдохнуть или еще что-то такое, вот когда нас обстоятельства, обязательства какие-то сдерживают. Так вот, нужно все-таки освобождаться, нужно дать себе возможность жить, чувствовать, нужно давать себе свободу, выходить в мир, расширять свои границы, горизонты. Если у вас это зависело только от вашего желания, то карта призывает вас это делать. И если, допустим, у вас были какие-то ограничения, связанные именно вот там по суду, допустим, да, какие-то государственные учреждения вам это приписывали, то вот на этой неделе есть возможность вот освобождения, да, выйти за рамки, то есть оканчивается, возможно, срок действия какого-то там документа, предписания и так далее. То есть вот здесь действительно такое освобождение может происходить. В общем, карта говорит о том, что на этой неделе у дев повышается самооценка, они могут вернуться снова к своим мечтам, могут получить свободу в чем-то, да, свободу самовыражения и так далее. То есть и здоровье тут хорошее. То есть карта говорит о том, что нужно выходить за рамки. Любые рамки, которые есть, обязательно поддерживать себя как бы воспоминанием о том, чего мы достигли в жизни. Может быть опорой кому-то, да, из семьи своей, партнеру своему. Или, может быть, в деле быть партнеру опорой. В общем, карта очень такая хорошая, которая многое может сказать нам. Всего вам доброго, дорогие девы, хорошей недели, хороших людей рядом, осуществления всех ваших желаний. Всего вам доброго, до новых встреч.